Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова канал Элайф. И сегодня я лицом. Давно уже мы с вами не делали видео лицом. И наконец-то сегодня я решилась. На самом деле, конечно же, я вас всех люблю, и я очень хочу сниматься лицом. Просто не всегда удается, не всегда есть время для этого. Иногда жизнь летит, нужно постоянно что-то делать, много разных там забот, хлопот. Но сегодня я выбралась в лесок, и мы с вами погадаем. Конечно же, на одну позицию с помощью Таро розового миллениала. Никогда не понимала название этой колоды. Это, я так понимаю, дети там 90-х, 2000-х, да? Ну хорошо, давайте тему огласим. Изменится ли в скором времени ваша жизнь к лучшему? И, конечно же, это расклад на одну позицию. Однако не спешите уходить. Помните, что любое видео, особенно когда вы будто бы разговариваете со мной лично, может быть для вас полезным. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, а после того, как вы его посмотрите, обязательно пишите комментарий. Итак, мешаем наши карты. И сначала послание высших сил, да, сдвигаем 3 раза. Итак, 1, 2 и 3. Смотрим, что на дне колоды. А на дне колоды у нас 7 мечей. Ну, 7 мечей, она, конечно же, показывает, что человеку нужно действовать скрытно. Поэтому высшие силы, они вам как бы напоминают, извиняюсь, они вам как бы напоминают о том, что делайте все тихо. Если вы что-то задумали, если вы в скором времени что-то хотите предпринять, ну сделайте же вы это тихо. Не говорите никому, пока не исполнится. Вот что важно. Хорошо, давайте смотреть, кто вы сначала. Кто вы сначала? Давайте посмотрим. Итак, вы у нас король пентаклей. Если вы не мужчина, а на самом деле очень даже красивая женщина, в чем я совершенно не сомневаюсь, карта показывает нам, что вы часто несете мужские функции. Так, тут у нас бегун бежит, не обращайте внимания, ну что, мы иногда разговариваем, да, и люди вокруг ходят, ничего страшного, в лесу тоже бывают люди. Так вот, вы несете мужские функции. Халё! И получается так, что много делаете, может быть, за своего мужа, там, за своего партнера, но это не меняет того, что вы хороший, стабильный, замечательный человек с лидерскими качествами характера. И даже если вы красивая женщина, да, то все равно вы можете выполнять там какие-то руководящие обязанности в доме там, или на работе. Конечно, эта карта часто показывает хозяина в доме или хозяйку. Если вы мужчина, это вот замечательная карта, у вас хорошие перспективы на будущее и на то, чтобы вы все-таки добились чего-то в жизни. А вот если вы женщина, конечно, карта показывает, что в вашей жизни может играть роль какой-то мужчина, стабильный, замечательный, и в скором времени он может проявить себя, даже если его сейчас нету рядом с вами. Давайте-ка посмотрим на вашу личную жизнь. Действительно, какой картой покажет вас личная жизнь. Так, личная жизнь покажет вас картой шут. А это значит, что начинается действительно какая-то новая эра в вашей жизни. В личной жизни, в любовной жизни. Между прочим, карта шут всегда говорит о том, что у вас может появиться в скором времени в доме карапуз. Но это не обязательно. Иногда она говорит о том, что кто-то в вас заинтересован, увлечен вами, кому-то рядом с вами бывает весело. Иногда бывают браки по карте шут, когда люди, ну, буквально чувствуют себя друг с другом, как, вот знаете, как свободными, душа поет, да. И, может быть, вы уже нашли свою вторую половинку, и тогда вы ощущаете вместе вот этот дух приключений. Но может быть такое, что если вы сейчас одиноки, карта шут, конечно же, говорит, вами кто-то увлечен, и вы скоро найдете свою вторую половинку, и у вас будет очень даже хороший союз. Единственное, шут, конечно, он всегда свободный, и вам нужно помнить об этом, что если вы по типу шута заводите отношения, ограничивать в них своего партнера нельзя или партнершу. Давайте посмотрим, что в вашей жизни сейчас вас не устраивает, в принципе.
Карта десятка кубков показывает, что не устраивает что-то в вашем семейном положении или в доме, или в коллективе. Так, что именно? Император. Что-то не так с каким-то мужчиной. Может быть, мужчина слишком авторитетный и давит на вас. Может быть, он самодур и пытается вами управлять. Либо кто-то с мужской энергетикой пытается вами управлять, помыкать. Или вы недовольны поведением мужчины, да, в вашей семье, в вашем коллективе. Там, может быть, на работе начальник как-то ведет себя неправильно. Ну, давайте еще посмотрим здесь. Что еще вас не устраивает? Вышла карта, я как раз-таки семерка мечей, которая первая выходила. Дальше мы видим умеренность. И также двойка пентаклей. Вас еще не устраивает то, что, может быть, кто-то что-то от вас скрывает, вы не совсем знаете правду. В жизни все продвигается как-то медленно, не решаются вопросы с деньгами так быстро, как бы вам этого хотелось. Вам приходится выкладываться на 100%, но вы пока не получили должного результата, вот, которого вы бы хотели получить, особенно в плане финансовом. Так. Что изменится вот в вашей жизни в ближайшем будущем в лучшую сторону? Мы здесь видим карту Верховная Жрица. Верховная Жрица, она показывает, что в вашей жизни появится женщина очень мудрая, которая сможет вам дать правильные советы. Так. Возможно, она связана с вашей работой по семерке пентаклей. И, соответственно, карта влюбленные говорит для мужчины о том, что у него появится очень мудрая, любимая женщина, связанная с работой, да, и это, конечно, перемены в лучшую сторону. Но также карта влюбленные рядом с семеркой пентаклей, да, жрицы, для женщины может означать, что на работе вы можете найти подругу на долгие годы, и что вы с этой подругой действительно настолько сроднитесь, и она будет подсказывать вам, как вам выйти из каких-то ваших проблем. То есть вот человек находится, да, который помогает. Хорошо. Как скоро у вас решатся семейные вопросы, какие бы то ни было семейные проблемы в жизни? Вышла карта тройка пентаклей. Семейные проблемы решатся, еще и карта маг, да, очень-очень скоро, буквально в течение 3 месяцев. Если проблемы небольшие, могут решиться даже в течение 3 недель, да. То есть карты здесь неплохие, очень неплохие перспективы падают для вас, и, соответственно, уже в какие-то небольшие сроки начнут сами по себе решаться проблемы в семье, причем с помощью как раз-таки финансовых прибавлений, поступлений, может быть, ну, как бы с работы, да, с помощью того, что вас оценили как профессионала или оценили члена вашей семьи. И карта Маг, она говорит о том, что вы будете в скором времени распоряжаться вашей жизнью гораздо более полноправно, чем вы распоряжаетесь сейчас, потому что ну, никто уже не будет вставлять вам палки в колеса и руководить вами. Получается, что чье-то руководство над вами уходит, и вы сами берете бразды правления над своей жизнью, но так, чтобы никто на вас не давил, не предъявлял вам какие-то претензии, да, не нагружал лишней ответственностью. Что у вас с деньгами будет в скором времени? Как решаться финансовые проблемы? Я здесь вижу карту десятка пентаклей. Десятка пентаклей говорит о том, что финансовые проблемы и жизненные проблемы, вот семейные, да, это все очень сильно тесно идет друг с другом вот вместе. И получается, что когда финансовые проблемы решатся у вас, начнут решаться в ближайшие уже 2 недели, а решаться окончательно в течение 10 месяцев. Вот. И ваша семья при этом будет процветать, и вы прям успокоитесь. Кстати, здесь могут быть какие-то имущественные прибавления. Давайте-ка немножечко еще это уточним. Какие у вас будут имущественные прибавления в течение 10 месяцев? Двойка пентаклей, умеренность опять же падает. Да? Вот те же карты, самое интересное, и девятка кубков. Смотрите, если вы выкладываетесь по полной и проявляете терпение, вы можете совершить имущественное приобретение в течение 10 месяцев, и это исполнится вот ваше желание буквально. Вы причем этого как будто действительно желаете. Мало того, решатся ваши финансовые проблемы, но если вы именно выкладываетесь на 100%, еще и могут прибавляться виды какого-то имущества, да. Но это очень хорошо, я считаю, хорошие перспективы прям идут. Кто в скором времени появится в вашей жизни и принесет вам удачу? Давайте посмотрим.
Вышла карта четверка жезлов. Вот видите, у вас идет все равно объединение с каким-то человеком, ну и в любовном плане тоже. Паш кубков показывает, что для многих из вас, я не говорю, что для всех, кто смотрит, для многих из вас это будет прям-таки новый человек в вашей жизни, который вас любит. Но для части из вас, кто сейчас, особенно в гармоничных там отношениях, любит свою вторую половинку, карты здесь могут показывать, что человек в вашем доме, да, вот будет в вашем доме, и вы будете вместе вот очень гармоничной парой, и он сделает вам какое-то очень приятное предложение и будет буквально бороться за вас. То есть вы этому человеку очень-очень нужны. Это очень хорошие карты. И кто именно появляется в вашей жизни? Да может быть тот же человек, которого вы любите, но с другим подходом, понимаете? В нем больше романтики, в нем больше желания что-то дарить, да, говорить хорошие слова и бороться за ваши отношения, проявлять активность в этом плане. Вот такие вот у вас хорошие, лучшие перемены будут в жизни в скором времени. Вы действительно дождетесь лучшей жизни, судя по картам. И действительно у вас все как-то наладится, да, вот ступенька за ступенькой. Просто не торопите события. Нет такого, чтобы мы все жили гладко. Ни один человек не живет без проблем. Как бы вам не хотелось об этом думать, что вот я живу с проблемами, а другие люди живут без проблем, это неправда. У меня есть проблемы, у всех есть проблемы. И, соответственно, они есть что у самых богатых людей, что у самых бедных, понимаете? Поэтому ничего нового тут не происходит. Вам нужно проявить терпение и ступенька за ступенькой решать ваши проблемы и позволять другим людям вам помогать. А окружение у вас действительно будет. Ну, вот такой вот сегодня ответ вам дали карты. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.